Несанкционированные акции, которые сейчас проходят, это не что иное, как желание повторить в России украинский сценарий Майдана. Такое мнение выразили пользователи интернета. Своими взглядами по поводу истерии вокруг Навального и предположениями, что на самом деле движет людьми, которые вышли на несанкционированные акции, поделились общественники и представители различных партий в Коми. Их мнение выслушала Елена Кононова. То, что люди вышли на митинги, в этом нет ничего удивительного, считают общественники. Большинство из них к акции присоединилось не ради поддержки Навального. Многим просто захотелось выговориться. Одни хотят перемен, другие подверглись чужой истерии, уверен представитель «Зеленой альтернативы» Виктор Бетихтин. Есть и такие, кто просто пошел за провокаторами. Те люди, которые призывали выйти на митинг из либо партийных деятелей, либо тоже, опять же, из структуры Навального, далеко все находились. Либо не вышли, либо же находились за территорией государства. Ну, в принципе, и про нашу республику тоже самое можно сказать. Что люди, которые призывали, даже не вышли на митинг, поэтому тут такое задурманивание юных голов, можно сказать, в большей степени. Больше всего общественников возмутила попытка организаторов митингов вовлечь детей в собственную политическую игру. Пропагандистские ролики и публикации массово распространялись по соцсетям, приглашая подростков поддержать несанкционированную акцию. Для меня это такая большая глупость, когда вовлекают несовершеннолетних детей, скажем так, завлекают там обещаниями, деньгами, жвачками. Там. Ну, понятно же, откуда след идет. Обычно наши, скажем так, друзья за кордоном, как и в 90-е годы, завлекали молодежь жвачками, там, красивыми штучками. Вот то же самое сегодня происходило. Пообещали в кафе посидеть, я слышал такое. Кинули кличмо, мы идем на бравое дело. А что такое бравое дело, люди далеко, тем более это молодежь, 14-15 лет, не понимают. Принцип статства. Я иду, поэтому и со мной должны пойти друзья. Все идут, я иду. Вот принцип. Больше ничего. Подростки в силу своего юного возраста ведомые, легко поддаются влиянию взрослых. И здесь без воспитательного ликбеза в семье не обойтись. Здесь важную роль должны сыграть непосредственно родители. Они должны понятным языком объяснять детям, что их могут использовать в чужой игре, что это откровенная провокация, которая может повлечь за собой непредсказуемые последствия. То, что социальные сети сделали свое дело, конечно, нужно этому препятствовать, что сейчас и происходит. То есть необходимо блокировать сайты, необходимо направлять обращения в суд для того, чтобы остановить этот процесс. В социальных сетях пользователи разделились. На форумах разворачиваются настоящие баталии мнений. Ложь Навального для меня очевидна. Его провокаторство, желание разрушить целостность страны, желание, чтобы мы жили в нищете и были рабами других стран. А порядочно подбивать народ на свержение существующей власти, не предлагая ничего взамен. Вам мало было 90-х? У самого господина Навального уже приготовлен тихий уголок в дальнем развитом зарубежье, дабы пережить смутные времена. А у вас? Кто в митинге участвовал? Молодежь лет по 16-20, которой маршрутки бабушки места не уступят. О какой политике может идти речь с таким поколением? Как зомби, дали указания, и они пошли. Что, зачем, почему? Большинство и не знали. А тех, кто их на это агитировал, привлечь по полной. Смешно надеяться, что главари ФБК и другие организаторы незаконного митинга кому-то помогут. Почти вся верхушка сидит в Европе, и оттуда всех призывают выйти на протест за 500 рублей. Ну а если кого-то задержат, сами разбирайтесь. Вы пушечное мясо, а вас не знали и не вспомнят. Напомним, акцию по стране инициировали штабы Алексея Навального. Поводом стало задержание оппозиционера 17 января на паспортном контроле Шереметьево. Политик вернулся из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Причина ареста – систематические нарушения условий испытательного срока. Еще в 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, за что ему дали условный срок на 5 лет, а 3 года назад продлили еще на 1 год. Но испытательный срок политик систематически нарушал, за что и был арестован до 15 февраля.